Всем привет, ребятки. Ну что, деревня, время час дня. Шмурдяк уже, ребята, готов. Я его стаскал с дороги. В общем, нарисовалась такая интересная экспедиция. Наверное, так ее и назовем, экспедиция, потому что, ну, здесь будет все прям. Во-первых, ребята, едет Андрюха ко мне, корешочек у меня. Он прикупил вездеход новый. Я его в глазах не видел, но в общем по фотографиям, ребят, это пушка, бомба, петарда. Очень крутая машина, совсем новая. В общем, сегодня вот именно на ней прям будем продвигаться, ребята, до озера, до Таежного. В целом будет охота, Андрюха будет охотиться, будет кухня, ребят, и будет рыбалка. Будет рыбалка, ну, правда, на сети. Сразу немножко тут, ребят, тормозну, чтобы не было кипиша. Во-первых, у нас разрешено, и, в общем, у меня сети, ребята, все зарегистрировано, как бы есть документы, так что на пару сеточек, ребят, мы имеем право просто поплюхать, побросать, порыбачить. Плюс-минус рыбалка будет, не будет, так как в этом году опять не было разлива особого. Рыба зашла в озеро, не зашла, в общем, ну, чисто так посмотрим. Не получилось заехать туда на лодке, но вот на вездеходе, ребята, мы туда заскочим. Час дня. Скоро приедет Андрюха, едет по старой дороге, не по трассе. В общем, скоро увидим, ребят, этого зверенка. Ну и в целом посмотрим, что да как. В общем, будет интересно, наверное. Едем с ночевкой. Короче, ребят, давайте приятного просмотра, по-братски лайкосика, ну и погнали. Погода, что ни на есть, шикарная, 19 градусов. С завтрашнего дня обещают дожди. Ну вот видно, так пасмурно, как бы затянуто все. Короче, надо немножко вырвать времечко, пока погода дает, надо побалдеть. В общем, Андрюха едет пустой, так как ему сказал, все вещи, ребята, у меня загружены, то бишь у меня все на режиме боевой готовности. Алтай я беру, хотя Андрюха говорит, что можно поспать именно в вездеходе, он предназначен для этого. Ну, я беру все-таки резерв, 2 раскладушки, спальные вещи, мебель, печки, кухня. Жерлицы в клетку, ребята. Вот с документами. Ну, пилас, все как как полагается. Ну и в общем беру фрегата маленького. Старая лодка моя. Будем заплывать, ставить сетки. Ну и посмотрим, в общем. Короче, ребята, ожидая Андрюху, скоро должна появиться что-то страшное на больших колесах. Ой-ой-ой, ребятушки. Что-то пылит там такое странное, страшное. Все, Андрюха подлетает. Что-то заждался. Он по объездной шел, получается, по трассе не поехал. Ну, в общем, все нормально. Домчался. Да, серьезная игрушка. Вот это аппаратик. Вот это броневик, Андрюха. Здорово. Привет. Че, загружаемся и погнали? Бля, я по этой дороге уже лет 10 не езжу. Знаешь, что я, наверное, кровати эти поставлю, чтобы на пол не кидать, чтобы все, что должно быть чистым, было наверху. Так. Че, в магазин еще, да, Андрюх? Да. Немножко продуктами, полетели мы. Вообще огонь. Да, сейчас попугаем тут немножко леса.
Добрались мы до озера. Что тут творится? Страшное дело. Наверное, многие помнят этот шалаш с баннером там. Мы здесь постоянно отдыхаем. Короче, его разворотило. Тут, ребята, все просто повалило. Все деревья. С той стороны ураган тут зацепил. В прошлом году страшное дело было. Я здесь не был. Ужас, что творится. Там такая большая канава. Андрюха бульк. И прям просто там сбоку объехал. Ну, в общем, что, прибираемся. Дров здесь в море. Короче, с дровами, думаю, проблема будет. Потому что здесь ничего такого нету. Маленький лесок. Обычно это все затапливает. В этом году мало воды. Ну и в целом озеро. Поставим пару сетюх. И будем кайфовать с Андрюхой. Да, броневик, конечно, жесткий, ребята. Сейчас разгружаемся. Прибираемся. Качаем лодку и вперед. Была такая крыша, баннер, тоже все разворотило. Что, стол вроде стоит, можно здесь и побалдеть, скажем. Немножко приберемся. Правда, я и свой стол тоже взял. Короче, разберемся, ладно. Икра заморская, Андрюх. Заебись. Давай, Андрюха. Давай. Будем. Андрюха ругается, говорит, что ты, говорит, куда по тропинкам меня проводишь. Хотели грязи, короче. Нету, ребят, грязи. Сухо в этом году. Ладно, будем. Это такая одноместка. Одноместка, да. Старый у меня. Ну слушай, пригодился. Да, что, нет, Все равно видно. Куда-то такие. Ну да, вот для этого как бы я и держал. Так на этой лодочке обходил я, конечно, дай бог. Небольшая, не побольше насос. Насос побольше сам по себе. Что-то литра 3. А вот на гладиаторе у меня там 10 уже получается. Ну-ка, Андрюх, знаешь, как сделать? Туда его закинь. Потому что там у меня один лепесток сломан. Сломалось у меня. Ты же тоже там в этой стихии побывал, да? Я там был, да? Было дело, да. Все, ребят, фрегатика накачали. Первая моя лодка, блин, в моей жизни вообще. 2 года ее не накачивал. Уже 10 лет получается. Ну ничего, вот она для таких нужд, для охоты, в принципе, вообще для рыбалки. Ты где-то вот так пересечь какую-то ручейку, там, озеро. Тут у меня тут заплаточка была и там где-то сзади. А так, ох, сколько я на нем ходил. Аж ностальгия. Сплавы. Вдвоем тут с Лариской, с вещами, тут на ней. Ну, тут, ребят, смотрите, даже мне на сплаве каком-то сломалось. Вспоминаю. В общем, что, грузимся и выплываем в стихию. Красота, ребят, спокойно. Круто. Сейчас пойдем. Так, друзья, ну все, что, мы готовы, накачались. Так, у меня 2 разрешения на жалиться в клетку, так скажем. Ладно, если что, как бы вопросов не было. Так-то у нас все разрешено, все документы есть. Нормально.
Мы шулюем сегодня, так что балдеем. Документы убираем. Надо, в принципе, вставить бирку, указывать, чтобы в бутылке она была, ну, как по закону плавала. Ну, в целом, как-то оно так. Чтоб как бы вопросов не было. Ладно? Что, приезжай. Вот, вот на рыбалке мне один раз эту хуйню показали. Да, тут все поломало. Смотри, Андрюх, верховой шел, видишь? Ну, тут уже бобры поработали. Ну, тут и бобры, да. Может, еще и по льду зайцы. Ну, бобры, скорее всего, но прям пополам ломало. Верховой был. Там такой фильм, вот бобры по льду работали. По снегу. Да. Да, это бред. Нет, это ломало тогда. Вот так вот, ребятки. Ураганы, да, у нас такие были. Ломало, крыши вырывало, блин. Все, погребли на малышке. А тут сюда съезд, прям сюда. Да, тут тоже, вот, тут дорога вот так выходит. Красота, тихо. Ладно, на озере тихо. Сейчас как бы без всяких проблем выставимся. Пару желез поставим и нормально. Завтра хоть на завтра. Вот первая пошла у нас 45-я. Так, да. 45-я. Вот сейчас немножко вдоль кустиков здесь. Озеро растаяло, кстати, недавно, ребят. Все было замерзшее еще. Трехстеночка здесь у нас. Вот так вот. Сейчас выставимся немножко. Так, немножко догружаем ее. Потому что, ну, рыба, когда попадается, то сворачивает сетку. Немножко вот так грузика добавляем. А всякое разное. Весь металл какой есть. Вот так вот туда ее. Все, идем дальше. Что, вяжем вторую. Финочка тут у нас, 30-очка. Все. Да, повалило, конечно, дай бог. Подожди, Андрюх, надо загрузить ее, скорее всего, будет. Да, давай грузик. Грузанем ее. Угу. Стоять. Ага. Все, потихоньку потопали. Ну вот. Давай, Андрюх, туда ближе потом. Заходи в гости. Вся рыба там, мне кажется. Какая-никакая. Блин, вроде как будто финка, а все равно характер показывает свой. Ну все, ребятки, что, поставили мы 2 джалички. Вечер спокойно, вообще красота. Ну все, идем на лагерь. Красота. Все, ребят, причалили на берег. В общем, что, сейчас лагерь поставим, костерочек, ужин. Ну, выставили 2 жерлицы, как полагается. Все нормально. Да, конечно, я с местного вообще в шоке, ребята. Ужас. Кто смотрел давнешние ролики, тут видел, как здесь все было. Сейчас просто вообще поломало нафиг все. Мусор, конечно, тоже всяко разное. Ладно. Начинаем. Так, ну что у нас? Дровишки, да, Андрюх? Обзорчик потом, ребят, покажу. Завтра, наверное, утром с Андрюхой покажем. Ой, аппарат, ребята. Нырнули, короче, где-то, ну, метра на 2. Даже как будто он бульк. В общем, это Андрюха ехал ко мне, наверное, весь грязный. Ехал по объездной. Да, сейчас дровишек напилим. Костерок заманим. Ну и, в общем, кушать приготовим. Сегодня балдеем. Красота. Здесь Косачиный ток, кстати, недалеко. Я еще с детства помню. Все, Андрюха уже пошел
Проснос. Ладно, ребят, что, дровишки займемся. Сейчас скоро уже потемнеет. Ничего не готово. Ну, леса, ребята, тут навалило. Ё-моё. Вот это остров загадило. Опять же, тут немножко грязно. Соберу весь мусор. Смотрите, друзья. Ну, просто вообще космос. Там валяется, там завалило. Ужас. Ладно, все, давайте начнем. Костерок. Всем же веселее, правильно? Так, ну я для розжига найду сухое что-нибудь. Опа. Вот такие веточки. Такие. Сейчас распалим. Я еще переживал, говорю, Андрюх, где дров, говорю, нету. Мы, говорю, с Варицкой в прошлом году здесь стояли. У нас тут ничего не было. Так реально, ребят, ничего же не было этого. Поломало просто пополам. Ёк-макарёк. Да. Так. А я тапки, ребята, взял. Тапки буду ходить в тапках. Правда, клещей у нас много уже пошли, против клещей. Вот так накидал. Сейчас тапочки одену и буду балдеть. Опа. Да, ты красавчик. Шлепки взял бы. Слушай, ну я что-то так думаю, а тут же сухо по-любому. Возьму-ка я шлепки. Резина, блин, меня душит, блин, Андрюх. Вообще она меня душит просто. Душит просто. Я, говорит, готова говорит, пойти на природу, чтобы говорит, там был туалет и душ. За что? За погоду, за природу? Да, за отдых. Мы же отдыхать приехали. Правильно. Да, круто. Лесой это классно. Ребята, 5 утра проснулись от дождя, дождь, все вещи нахрен сырые, которые на улице оставили. Ну, в общем, вчера без палатки решили спать в вездеходе на Чайгой. Вот втроем ребята расположились, Андрюха завел аккумулятор, ну, машину, чтобы аккумулятор подзарядиться. Грибастый работал всю ночь. Ванька пошел дрова пилить, вчера Ваньку уже забрали мы. Ну, вчера немножко за встречу, конечно, дали.
Ну ничего. Так дождь валит, конечно, блин. Неприятно. Все вещи сырые, блин, сейчас отходил, все занес. Ладно, сейчас посмотрим. О, это смоляк классный, да? Рядом сюда положу его, так раз. Здесь сковородка будет стоять, тут жар будет, она будет жариться. В общем, ребят, вышли на улицу. В 7 утра, дождь так и не прекращается. Но сегодня нормально так подзалило. Надо готовить завтрак. Спали в вездеходе. Палатки, печки, в общем, все остатки так и не использовали. Ну а что, нормальная штука. Вообще огонь. Ребят, немножко позже обзорчик. Надо готовить завтрак. Ванька костер распалил. Молодец, не поленился, вышел. Ванька молодец. Красота. Ладно, сейчас что-нибудь забодяжим. Все сырое, ребята, оставили. Ванька тут даже крышу немножко натянул баннером. Он дрявый. А дырявый, но все равно, братан, молодец. Так, хотя бы. В целом, немножко хотя бы прикрывает. А потом поедем сейчас, посмотрим, что там у нас. Сеточку, жиличку проверим, как говорится. Посмотрим. Ай, красота. А, вот здесь сразу тепло. Ну все, вот дожди зарядили. Неделя, говорят, дождей будет. Так что этот. Ладно, давайте похаваем. Мяско. Короче, это гречка с этим, да? Гречка с мясом, да. Красота, ребята. Завтрак туриста. Помидоров туда тоже. Вкусняха получится. Ох. У нас стол оживился, тут немножко подсыхает даже. Ну да, слушай, подсыхает, но. Сейчас браться туда яйчеганов. Яйца беру сюда, Ванька, с собой. Не знаю, можно их хоть и отварить. Я заметил у тебя на видео, смотрел у тебя и так. Да. Яйца. Да что, яйца можно быстро. Да, Можно так сварить, можно пожарить. можно отварить, да, потом, знаешь, Можно там, добавить куда-нибудь. можно потом и салат какой-то зарубать сразу. Которые в уху добавляют яйца. Да, слушай. Наш крапивный суп. А, ну. Вот туда потом бам. Да, И вот такие белые эти плавают. Ловко размешал. Да. Так что не надо похавать стабильно. Сейчас похаваем, ребята. Андрюха там голодный у нас спит. Надо Андрюху покормить. Проблем. Ну все, ребят, завтрак туриста готов. Все серьезно, по-мужски. Которое все намочило. Все туда, ребята. Залило нас маленько. А ничего. Это завтрак будет. Тушеночка, колбаса, яички, лучок, помидорки еще. Во, четко. Все на мази. Отлично. Ну-ка на соль брать, попробуй. Тушенка солененькая немножко, так что я соль не добавлял. Нормал? Угу. Ну и все, сейчас потомим и пойдем кушать вездеход, наверное. Андрюху будем кормить. Ванька с утра тут немножко поработал. Дровин напилил. Да, дров, ребят, на острове. Ё-моё. Я этот остров, кстати, хотел немножко сделать красиво. Баннер привез еще с города. Немножко тут на мотособаке досы хотел завести. Да, блин, не могут наши ребята отдыхать нормально. Ломают все. Жгут. Котелки стреляют, блин. Ё-моё. Опа.
Кстати, ребят, по поводу ножей-то постоянно говорю. Вот попали под дождь мы, да? Все нормально. Нержавеечка. А другой нож просто через пару дней станет весь ржавый, блин. Вот для рыбака вот то, что самое удобное. Ссылочка в описании, братцы. Промокодик работает, так что не стесняемся. Заходим, смотрим. У пацанов много ножей различных. И помимо своей марки, они еще и европейскую держат. Так что отлично. Чайковская, ребята. О, в огне. Отлично. Чаю, да, с утра прям охота. Да, затянуло, ребята, нас. Ну а шо ничего не поделать. Вот так как бы до выходных вроде как дождь обещает. Он мелкий, зараза, такой, знаешь, не противный, но, блин, все равно дает о себе знать. Пока на улице находишься где-то без крыши, он потом все равно мокнешь. Ладно, что, идем на проверку, посмотрим. В этом году не затянуло нифига, а так обычно вот вода, Ванька, видишь, стоит вот такая, ну, мох типа, да? Ну. Вот уровень, смотри. Ну, нормальный весенний паводок. А так ни о чем. Ни о чем. Ладно, посмотрим. Пару жерлиц у нас. Посмотрим. Так, ну что, у нас первая жерлица. Ветерок, конечно, не дает немножко. Ладно, сейчас как-нибудь подпривыкнем. Ванька тем более у нас немножко привыкает. Сейчас будем мучить немного хлопцев. Все, Ванька, давай потихоньку назад. Опа, смотри, они, братан. Здесь уже сразу окуня. Подожди, братан, что не могу. Да ладно, тут пока повиси. Там у нас еще один окунь, блин. Сразу же, ребята, смотрите, окушки попались. Такие, нормальные. Пойдет. Ну-ка, ведерко, братик. Тут малыш. Малыш попался. Я-то, если что, буду придерживаться, Ванька, слышишь, за сетку. А ты просто как бы, ну, регулируешь, чтобы нас никуда не затаскивало. И все. Малышка отпускаем. А здесь окуньки. Вот так немножко расправляем. Ладно, что, первая жерлица. Немножко сразу тут у ухода, как сказать, у входа. Давай дальше. Вот, Они, смотри, вон они. вот они, братан. Вот там сорога хорошая, братан. Так, стоять. Тут сорога. Это кусты, блядь, затащили. У нас еще финочка. Сейчас немножко Одна, вторая. 30-очка тут, наверное, у нас, да. Ну, окушки тут тоже есть. Братан, надо отлить. Ну, конечно. Отвечай. Давай только не тебе, нахуй, пиздец. Ну, они по самым дном, ребят, плавают. Плавают плавунцы. Ну вот, отснялись немножко. Так, попалось, ребят, килограмм 5, наверное, рыбки. Ветер, дождь. Погода зараза, блин. Ну, ветерок хоть поднялся. Утром тихо было, ну дождь. Должно растащить тучки. Но мы сегодня будем уже уезжать.
Так что у нас такой шалюмный вечер был вчера. Да, хорошо посидели, базара ноль. Да, воды нету, ребят. Вот, в общем, если что понимали, вот осина, вот еще метр получается высотой. Вот это половодье, да, понимаю. А так разлива нету. Ну, озеро своеобразное, интересно. Подковочка такая, да. В свое время даже здесь избушку хотел сделать. Все, ребят, добрались до лагеря. Андрюха где-то гуляет у нас по лесу. Вот так поймали. Полведерка. Сорога, да. Пару щучек попалось. Сорога. Штуки 4, да, наверное, Ванька, да? 5, штук 5. Ну, такая неплохая. Нормально. Как не изменяем традиции, рыбку пожарим 100%. Погода вроде растягивает, налаживает. Да, солнышко, конечно, охота. Все сырое, не присесть, не прилечь. Замерзли даже немножко. Бух. Ладно, сейчас костерок сделаем нормально. Погодка не дает, ребят. Ну ладно, что. Обедать-то надо. Картохи отварим. Рыбку почистим. Пожарим. Будет круто. Картофана начистил. Молодец. Сейчас отварим картохи. Потихоньку забивается, Ванька. Пальцы только аккуратно. Сейчас дощечку пильнем, ребятки, и рыбку почистим. Так, ну что, сегодня у нас на обед, ребятки, плотва или сорога, как у нас по-северному называется. О, вкусняха будет. Есть сиретр, но я им не пользую, потому что, ребят, ну, шкребет он как будто. А так, хотя тоже тема классная с сиретром. Он убирает тоже неплохо. Я не знаю, я привык все как-то по стариночке. Вот таких сейчас зажарим. Икряная, ребята. Плотва. И корку тоже пожарим. Можно так засолить, конечно. Корку отдельно. Нормально мне икры, да? Ну, такая плотва, да, конечно, братан. Хорошая плотичка-то. Жабры тоже, да? Да, жабры убираю. Так, слышишь, я жарю без грошет. Съезжала. Да, одно дело, братан, поймать, а другое дело еще обработать рыбку, да? Конечно. Ну что, домой сегодня привезешь. Красота будет. Как нажаришь. Окунь очень вкусная рыба. Мясо сочное, мягкое, сладенькое такое.
Ну, сейчас пожарим, ребята, плотвицку. Будет вкусно у нас обед. Так, ну все. Плиту поджигаем. Особо, ребят, с рыбой не заморачиваюсь. Обычно салфановый пакет беру, а так нету у нас салфанового пакета. Будем в майке делать. Насыпаю соль и рыбеху туда. Вот так обволакиваю. Наливаем побольше масла. Все. И за нажарочку. Вот так классно получается. Она со всех сторон, ребят, во-первых. Смотрите, видите, какая классненькая получается. И все. Также со всеми остальными. Опа. Свежая, ребят, что ни на есть, самая настоящая свежая рыба. Жареная. Вот так вот. Андрюхе такой тесак лютый, старый нож. Опа. Ну вот у нас и обед готов. Погода, да, дрянь, ребята. Ну хоть дождь прекратился, и то ладно. Все, немножко сейчас приберемся здесь и будем обедать. Покажу, ребят, как надо хавать плотву. Она рыба вроде такая, но ее можно хавать. По спине пошел. Видите, все зажаристо, ребята. Я люблю зажаристую, потому что это реально вкусно. Картошечкой. Полосатого раздеваем. Тельняшку сбросил. Так, ребят, ну что, надо обзорчик снять по-любому, да? Все равно будете вопросы задавать. Техника, конечно, для меня вообще огонь. Я только такую по видео видел. В общем, сейчас хозяин, мне кажется, объяснит все, что почем. Смотри, что за модель вообще в целом? А чё, самоделка на базе лесника собранная. Ну понятно, ну слышишь, это наши делают, пацаны? Вологда, Вологда, да? Вологда. Вологда. Ну, как бы тут вопросов нету, как бы особо такого что-то, прям такого новшества, но тут есть все прям. Есть, ну что, какая-то ободрыши, да? Стандартные ободрыши, 9-й мотор, Да. 5-ступочка, ребят. Стоит вебаста, лебедочка. В общем, ну он еще и плавающий, но Андрюха еще говорит, не испытывал, да, его? Ну, на триколовской резине он плавает, а на этой я еще сам не нырял.
не нырял. Ну это понятно. Ну, в общем, поныряет по-любому. Ну так лишь вот ты затестил нормально по весне, да? Сейчас. Ну да, дали, дал. Крутая техника. Вообще. Вот это Анатолий внедорожник, ребята. На самом деле вот это внедорожничек. Мы тут спали, балдели вот так. Вот такие диваны, ковры. Шикарно. Вебаса стоит. Вот она, ребята. Куча вебаса. И вот печка. Печка, не знаю, час стоит вообще. Ну, жара от нее вообще. То бишь, ну, всю ночь стояли на вебасте, и аккумулятор нисколько не разрядился. Вот все вот так, ребята, в таком режиме. Здесь застегнулись. Если надо, завернули, зачекерили. Не знаю, едешь там просто, не знаю, можно реально просто вот такое пространство, не знаю, можно там стрелять, ну, конечно, стрелять нельзя. Я вообще имею в виду то, что, ну, площадь открытая, тоже крутая. Ну, сзади тоже на молниях расстегивается. Отлично. Вот такие плафоны стоят там и там. Не знаю, ребят, что сказать, конечно, в целом. Андрюха тоже тестирует его, он взял его всего лишь в феврале. Много недоработок, много вопросов нету. Говорит, краска полопалась от мороза на панели. Ну, не грунтовано ничего. Здесь такие болты, ну, как бы, знаете, там, как будто несерьезно все это. Там на саморезах оргстекло. Панель на саморезах, да, здесь. Андрюха здесь делать будет еще, говорит, мягкую панель. Здесь мягкую панель. Сверху полку, говорит, поставлю, магнитолу выставлю. Там что-то там, потому что, ну, места, ребят, смотрите, реально много. Здесь все пропадает. Здесь это все Андрюха придется, ну, дорабатывать. Все будет сам делать. Полочки сверху. Там. Так как, ну, реально, вот тут такое пространство. Сделаю, говорит, полочку, и, в общем, здесь будет нормально. Там полочку. Сверху, говорит, полочку сделаю. Ну так, в общем, огонь, ребята. Я прокачусь, конечно, сейчас на обратную сторону, по полю немножко. Техника, ребята, да, вездеход, вот такой. Это реально круто. Для тайги вообще, куда-то забраться вообще. Он еще плавает, мы тут ручей переезжали, ну там уже все, там бульк, а он проехал нормально. По балану тут проехал, все четко, вылетел. Круто. Круто, вопросов нету. Ванька рыбу шкерит. Я немножко вещи достал. Сушим, все замочилось у нас. Ну, в общем, что-то сказать такого особо нету. Вообще, говорю, Андрюха еще говорит, типа, ну что ты куда-нибудь, можно на УАЗике было заехать. Куда, говорит, повез. Ну, короче, грязи нету, чтобы показать вам, как грязь идет. Не знаю, сейчас на обратном пути, может, куда-то залезем. Вот такая вообще техника суперская. Ух, тут реально автономка, ребята. Просто приехал, печка, лег спать, балдеешь. Что еще надо? Я думаю, ничего не надо. Ну все, в общем, ребята, время к обеду. Покушали, рыбку почистили. Весновка маленькая у нас. Да, ну, на пару дней обычно заезжаю, на 2-3 дня. Но тут ребятам ехать надо, Андрюхе тем более. Да. Куча дров. Место, конечно, испортилось. Ну ничего. Потом завезем сюда доску, подправим шалаш. Нормально. Убрались. Ванька убрался, молодец, все банки. Что туда-сюда пожигали. Все, вездеход на прогреве. Будем уезжать. Погнали. Давай, брат, туда заваливаться. Опа. Все, давай, шеф, трогай. Ванька тут немножко почистил дорогу.
Да, да.